200 дней и ночей, кровопролитные бои за город, 112-я башкирская кавалерийская дивизия, 214-я стрелковая дивизия, 124-я отдельная стрелковая бригада. Все вышеизложенное описывает Сталинградскую битву в Великой Отечественной войне. Казалось бы, спустя много лет ужасы войны остались позади, но память о них живет вечно. К 70-летнему юбилею Великой Победы над фашистской Германией в Республиканском музее боевой славы открылась выставка «Сталинград 1942-1943. Уроженцы Башкирии в Сталинградской битве». Сталинград поглотил воинов из всего Советского Союза, а из Башкирии было там огромное количество солдат и офицеров. Уже говорили о том, что 112-я башкирская кавалерийская дивизия, 214-я стрелковая дивизия, 124-я бригада и в остальных соединениях, полках тоже было большое количество воинов из Башкортостана. Выставка, посвященная памяти земляков, принимавших участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Сталинградском фронте, является началом общереспубликанского выставочного проекта «Ценим, храним, помним». В его рамках в течение года в музеях Башкортостана будут организованы выставки, посвященные Великой Отечественной войне. Если бы только случилось то, что желали гитлеровские генералы, трудно сказать, что бы сегодня было с нашей Россией, трудно сказать, что бы было в то время с Советским Союзом. Сталинград – это святое, величайшее, непобедимое имя не просто в нашей стране, не просто в нашей республике. Это святое имя во всем мире. Сталинградская битва является одной из, наверное, исторических и одно из важнейших событий Великой Отечественной войны, и стала она, конечно же, коренным переломом в ходе войны. И результат Сталинградской битвы решила судьбу нашей страны, судьбу нашего народа. Материалы для экспозиции предоставлены Волгоградским музеем-заповедником «Сталинградская битва». Организаторами торжественного открытия стали Министерство культуры Республики Башкортостан, музей-заповедник «Сталинградская битва», Волгоградское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Республиканский музей боевой славы при поддержке БГПУ. 25 февраля в стенах Башкирского государственного педагогического университета с рядом организаций были подписаны соглашения о сотрудничестве. В рамках патриотического воспитания мы подписали соглашение с Музеем боевой славы и кинотеатром «Родина». И сегодня, 25 марта, на площадках партнеров реализуются мероприятия. В кинотеатре «Родина» сегодня открывается новый зеленый зал, и там работают наши волонтеры. Наши студенты активно приняли участие в организации и в проведении данного мероприятия. У нас сегодня выступают студенты исторического факультета, факультета психологии и факультета башкирской филологии. В рамках соглашения с Музеем боевой славы планируется цикл мероприятий. Наши студенты планируют посещать выставки Музея боевой славы, планируется проводить уроки мужества. В республике проходит марафон «Победа». В ходе мероприятия заместителем министра культуры Республики Башкортостан Ранисом Алтынбаевым Республиканскому музею боевой славы был передан символ вечного огня. Капсула марафона «Победа» и малые капсулы успели побывать в 15 городах и районах республики. Теперь символ Победы будет храниться в экспозиции Республиканского музея боевой славы. В рамках данного проекта будут организованы более 100 выставок по всей республике. И сегодняшняя выставка является первой из них. Все они посвящаются 70-й годовщине Великой Победы. Глубоко неверно и даже безнравственна точка зрения, что историю создают только великие люди. Для мира, счастья и будущности страны, государства понадобились труд, отвага и жизни тысяч людей. Хранить, помнить и ценить их светлую память – долг каждого из нас.